Согласно преданиям, тюркоязычные предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт на агузских наречиях значит «главный волк». Они вобрали в свой состав племена финно-угорского и сармато-аланского происхождения. Впоследствии пополнились кыпчаками, а также кочевниками Золотой Орды. К эпохе позднего Средневековья в составе башкир насчитывалось около 50 клановых подразделений, обитавших на обширной территории исторической Башкирии от Волги до Тобола. В нашей программе мы расскажем об одном из них. Тубаляс – это название одного из подразделений башкирского народа, в прошлом составлявшего титульный род Тубалясской волости Сибирской дороги, следовательно, располагавшейся на северо-востоке исторической Башкирии. По современному административному делению селение башкир-тубалясов расположено на территории Салаватского района Республики Башкортостан. В данной программе мы коснемся некоторых страниц истории рода Тубаляс, который прослеживается по письменным источникам с эпохи раннего Средневековья. Судя по карте башкирских родов, селения бывшей Тубалясской волости занимают юго-восточную оконечность современного Салаватского района. Двигаясь по трассе М5, наша съемочная группа через пару часов достигает названного муниципалитета. Однако понадобилось еще около часа времени, чтобы достигнуть села Мурсалимкино, самого крупного селения башкир рода Тубаляс, в котором ныне проживают более 2000 человек. Бұрын заманда яшәгән тей бер әрәу. Халық башында аққа қалтырған. Оның 6 улы булган. 6-ла ир еткәндә көтмәстән йылқы көтүендә өйір айғыры югала. Атай кеше улдары менән юлга сыккан, эҙләргә сыккан инде. Йөрөй торгас, бер йылға буенда утлап йөрөгән йылқы өйрөн күрәләр. Айғыр хужаһын танып кешнәп ебәрә. Ақҡаға үҙ алдына һөйләнеп, «Ҡара әле, бер йылҡы оло өйөргә әйләнгәндә баһа», тигән. Ҡарттың ауыҙынан ысҡынған һүҙ йылға атамаһы булып йәбешкән, оло йыр тип йөрөтәләр был йылғаны. Ул Әй йылғаһына ағып төшә, Әйҙең ҡушылдығы инде. 6 ул аталары васыятын тотоп, халҡы менән ошо мөғжизәле ерҙә төйәкләнгән. 6 ул Тубаляс, Тирмән, Ҡалмаҡыл, Илсекәй, Ҡарағол, Сүрәкәй, Урмансы шулай барлыҡҡа килгән. Приведенная выше легенда призвана объяснить происхождение 6 аулов рода Тубаляс, названия которых можно видеть на карте Уфимской губернии, а также упомянутой речки Улуир, ошибочно отмеченной как Алуир. В ее верховьях показано село Тюбеляс, расположенное в нескольких километрах от Мурсалимкино. Двигаясь в его сторону, проезжаем под железнодорожным полотном, и вот мы на месте. Село Тюбеляс основано накануне Пугачевщины, то есть в первой половине 70-х годов XVIII века, крепостными крестьянами Пензенской губернии, приписанными к Минскому железоделательному заводу на реке Минка. Село Тюбеляс было основано на вотчинной земле башкир Тубалясской волости. Сегодня в Тюбелясах проживают около 500 человек, хотя в начале 20 века число жителей было в 4 раза больше. Примечательно, что название русского села Тюбеляс ныне является единственным топонимом, образованным от этнонима башкир Тубалясов. Ырыуым Тубаляс ырыуынан Тирмән ауылында үстем, ата-бабалар тоже из Тирмәндікілер. Тубаляс ауылы Челябинск облысы Мурсалим менән эргәһендә инде, Башкирия менән границасында. Анда хәзер яшәйләр, төрде халык йыелган. Ауылдан булган сол башкорттар яшәгән булган. Этноним Тубаляс имеет долгую и сложную историю. Он был несколько раз упомянут знаменитым персидским историком XIV века Рашид ад-Дином. Рашид ад-Дин Фазлуллах Хамадани, 1247-1318,
персидский историк, врач, государственный деятель государства хулагуидов, автор ряда произведений, в том числе «Джами ат-Таварих» – собрание летописей, посвященные истории и этнографии монголов. Соответственно, его собрание летописей является ценнейшим источником не только по этнологии, но и по этнонимии степной Евразии времен монгольских завоеваний. И перечисляя народы, которые приняли политоним монголы, но имеют иное немонгольское происхождение, Рашид ад-Дин упоминает в том числе и некое объединение, некий народ, по-персидски «раум», «тулас». При этом графика сохранившихся экземпляров собрания летописей и в целом арабская графика не позволяет с полной достоверностью реконструировать фонетический облик этого этнонима. То есть изначально это могло быть и «тулас», и «туалас». Рукописи «Джами ат-Таварих» отличаются друг от друга. Если в списке, который лег в основу академического издания труда Рашид ад-Дина на русском языке, фигурирует «Тулас», то в другом списке значится «Туалас» или «Тувалас». Ее и следует считать наиболее адекватной формой написания этнонима, насколько позволяет арабская графика передавать оригинальное звучание. В более раннем источнике «Тайной истории монголов», составленной в XIII веке, зафиксировался вариант «Тюлёс». Если мы обратимся к самой истории этого этнонима как к фонетической единице, как к звуковой единице, то, по всей видимости, ближайшим достоверным его прообразом является монгольское «тюлёс». Наиболее вероятным процессом фонетической адаптации к башкирскому языку является переход «тюлёс» в «тюяляс». Так называется река, на которой находится водопад Гадельша в Зауралье. То есть, возможно, это след пребывания представителей этого кланового объединения на юге Зауралья. А в дальнейшем, не имеющая какой-то надежной лексической опоры в башкирском языке «тюяляс», по аналогии с фонетически близким и при этом этимологически прозрачным словом «тюве», не только крыша, но и маленькое родовое подразделение как раз перестроилось уже в «тюваляс». Горная речка Тюяляс, берущая начало на восточном склоне хребта Иряндык, в первую очередь известна благодаря водопаду Гадельша, одному из популярных объектов туризма Башкортостана. Гидроним Тюяляс заключает в себе раннюю форму этнонима Тубаляс. Можно предположить, что предки тубалясов, или только какая-то их часть, перед тем, как обосноваться на Среднем Урале, успели пожить на территории Южного Зауралья. В свою очередь, племенное имя Тюяляс-Тюйлёс, по мнению современных тюркологов, происходит от древнетюркского «тёлис», название восточного крыла тюркского каганата, тогда как западное крыло именовалось Тардуш. Оба термина упоминаются в большой надписи в честь Кюльтигина. Большая надпись в честь Кюльтигина – памятник древнетюркской письменности VIII века, описывающий историю восстановления второго восточно-тюркского каганата и военные походы полководца Кюльтигина. Стела расположена на реке Архон в Монголии. Надпись в честь Кюльтигина сообщает, что Ильтириш Каган, восстановивший державу тюрков, привел народ в порядок и наставил по установлениям моих предков. Тогда же он дал устройство народам Тёлис и Тардуш. Поскольку система двух крыльев Тёлис и Тардуш существовала в империях тюрков, название одного из флангов рудиментарно сохранилось в родовой структуре именно тюркских народов. Тёлёс у алтайцев, Дёлёс у кыргызов, Тулюш у тувинцев, Тубаляс у башкир. Таким образом, данное название фиксируется в письменных источниках VIII века, хотя сами конфедерации тюркских племен Тёлис и Тардуш возникли намного раньше. Данные письменных источников, говорящие о происхождении башкир-тубалясовой из этнической среды племен тюркского каганата, недавно прошли верификацию методами этногеномики или геногеографии. Генофонд тубелясов отличается тем, что у них превалирует гаплогруппа N, род
родственная N3A4, но она считается более восточной, тюрко-монгольский субклад. Чем он необычен? Встречается он в основном среди тюркских и монгольских современных народов. Найден он в палео-ДНК среди хуну, найден у авар и, соответственно, среди казахов, каракалпаков, монголов, бурятов, тувинцев. И характерен в том числе части современных башкир, в частности, как Тубеляс. Позднее племя Туалас-Тувалас упоминается в анонимном тюркоязычном сочинении XVI века «Таварихи Гузидаин Нусрат Наме». В нем описывается история ханства шибанидов, возникшего на значительной части современного Казахстана и Западной Сибири после распада в начале XV века Золотой Орды. Именно в этот период или несколько ранее начался исход отдельных групп улуса Шибана в Башкирию, где они, принимая культуру и этноним своей новой родины, становились башкирами. Среди них были такие ныне считающиеся исконными башкирские кланы, как Табын, Минг, Сальют, Миркит, Теляу, Кувакан и, в частности, Тубаляс. Шунан әй буйдарын бір вақыттала өзі кейтіп әйтмәнілер. Әй буйдары тіп хилей тұрғанлар. То есть олар екенсі ұру екені аңлашылайын, интонация бойынса даже. Бұлай туғандашқандар, енді қыздарын алғандар, кеуге бергендер алмашып. Менің олатайым қатта мұрдалардан, илтейден алған бұған бетенде бірінші қатының. Көзейдерімнен бекініп аралашып яшегендеріміне тура yol болған мұнан. Идрис мәмірияғы бар, шул мәмірияның 17-гіне сақырым бізге. На родовом камне в селе Мурсалимкино имеется табличка, в которой отражены представления тубалясов относительно своего места в родовой структуре башкир. Земля рода Тубаляс куваканской ветви Табын-Иль, то есть страны Табын. Biz Urmansa oğlu Başkurtları hem bizim sezerele kurungan seyinde Başkurttan başlap üsergen eyle kıpsak yurmatı tabın büryan katay kabileleri var. Sunan bizim tabın ırığından bizim bedrek hırdı tabın bişul kıvakan kumırık ırıları var. Kıvakan ырыуына biz kiremiz. Bizim ырыу kireyinde Tubeles'ke bizim avol. Так или иначе, согласно архивным документам, в XVI-XVII веках клан Тубаляс уже входил в айлинское объединение. Однако в начале XVIII века айлинцы разделились на 12 отдельных властей, в числе которых была и Тубалясская. Генофонд айлинцев сложился из местных доордынских каких-то родов, и в симбиозе с ордынцами появилось это племя, и оно существовало условно как минимум до конца XVII века. И уже потом произошло разделение на рода. Это отражается в генофонде айлинских родов. В части преобладает там гаплогруппа А1, участие гаплогруппа Р1Б, М73, как у каратавлинцев. И вот каратавлинцы и тубелясы – это, возможно, представители именно какой-то ордынской страты, которая поселилась среди айлинцев, составила с ними одну какую-то конфедерацию. И, скорее всего, вот они как раз, айлинцы, Закучумовичи-то и выступали в 17 веке. В 17-18 веках Южный и Средний Урал, а также Поволжье сотрясали башкирские восстания, которые были вызваны нарушениями условий подданства со стороны правительства. Однако идеологически они облекались в лозунг реставрации династии шибанидов, Кучумовичей, потомков сибирского хана Кучума. В 1708 году в ходе так называемого Алдар-Кучумовского бунта или Алдаровщины крупные силы башкир вторглись в Кунгурский уезд и осадили его центр, город Кунгур. Среди предводителей повстанческого войска, наряду с главами агалар различных кланов Сибирской дороги, упоминается Кильдяк из клана Тубаляс. Тубаляс башкирттары түрлі башқұрт ихтилалдарында да әуден қатнашқандар. 1301-1310 елдардағы Алдаршина деген ихтилалда Тубалястар Килтәк исемлі аның етексерінде қатнашқандар. 1335-1338 елдарда
Түбәләстәр Байрас Янарысов етәкчелегендә катнашкандар. 1273-1274 елларда крестьяндар һугышында. Унда Түбәләс волосының старшинаһы һәм Пугачев армияның полковнигі Субхангул Килтяков һәм шулай Түбәләс аруы старшинаһы сотник Илсикай Бектуганов етәкчелегендә катнашкандар. Упомянутый Байрас Янурусов с группой башкир-тубалясов влился в состав повстанческого отряда, который 1 июля 1735 года близ урочища Зерган атаковал Вологодский драгунский полк. Полк понес серьезные потери, но также погибло много башкир, в том числе Байрас Янурусов. Этот бой положил начало башкирскому восстанию 1735-40 годов, спровоцированному началом Оренбургской экспедиции. Башкирский народ друг тебя, большой друг. Передай ему, всех противников нашей власти, разорителей и притеснителей башкирского народа я приказал ловить и вешать. А земли, что отняты у вас заводчиками, верну. Охраню вашу волю навечно. Рахмат, патша, будет надо. Еще дадим коней, еще помощь. Весь башкирский народ дадим. Рахмат целовать. Куда ты, туда мы. Рахмат на добром слове. Яшасын, патша! В 1773 году на Урале вспыхнула пугачевщина. Одним из подвижников самозванного царя стал сын старшины Шайтан-Кудейской волости Салават Юлаев. В свою очередь, одним из подвижников последнего стал старшина Тубалясской волости Субханкул Килтяков, вероятный сын аги клана Тубаляс Кильдяка, осаждавшего Кунгур 65 лет назад. Войско Салавата также двинулось к Кунгуру и вместе с отрядами казаков и крестьян предприняло несколько штурмов города. Когда раненый Салават отбыл для излечения на родину, башкирские силы повстанческой армии возглавил полковник Субханкул Кильтяков и походный старшина Айлинской волости Чура Расулев. Однако через месяц они были преданы казаками, выданы властям и казнены на площади Кунгура. Субханкул Килтяков Салауаттың яуы башланғас, Салауатынан бірге Сүрәке ауылынан 25 егітті алып, Салауатынан бірге яуға кеткен енді. Олар Хатқы қалағында заводты алып, шында көрәшіп Салауатқа ярдам етіп бергендер. Хоңынан олар Күнгір қалағында болалар. Күнгір қалағында нендейдір шул. Низақ сығып ма енді Субханкул Килтяковты язалайдар. Ол башқасы ауылға қайта алмай. Бик, оның ұлы Арсланғыл қайта, атағы онда тұрып қала енді. Шул бүгінгі күнде мына біздің хыял бар Сүрәке ауылында Субханкул Килтяковқа арнап тақта таш асырғайыны, оның язмышын, оның тарихын башқалар да білгендер деген ой ниетінен ешейбіз. Алла бирһә, бәлки бұл ішігіз тұрмышқа ашыр, келіп сығыр. Родным братом Субханкула Кильтякова был старшина Тубалясской волости Калмакул Кильтяков. Деревня Калмакулова, в которой он жил, показана на карте Уфимской провинции 1755 года. Сыном Калмакула был Мурсалим Калмакулов, основавший отдельный хутор под собственным именем. После строительства в 1890 году Самара-Златоустовской железной дороги он стал станцией Мурсалимкина. Со временем оба пункта, названная деревня и железнодорожная станция, слились в нынешнее село Мурсалимкино, носящее имя племянника пугачевского полковника и внука участника Алдаровщины. Интересно, что несмотря на царский указ от 11 февраля 1736 года, вводивший запрет на огнестрельное оружие, дабы сделать башкир неспособными к вооруженному сопротивлению, последние втайне продолжали пользоваться им, о чем можно заключить из сообщения академика Палласа, побывавшего в Мурсалимкино. Петр Симон Паллас,
1741-1811, немецкий и русский ученый-энциклопедист, руководитель научной экспедиции 1769-1774 годов в различные губернии Российской империи. Паллас писал: «Мы ночевали в немалой башкирской деревне, в коей правитель от поколения тюбелеков, которые есть часть поколения Айле, свое жительство имеет. Я здесь доведался, что между устьем Улуира при Ае некоторые башкирцы из деревни Бектуган достают множество селитренной земли, из коей и делают порох, но никто не восхотел показать мне того места». Поражение башкирского восстания 1735-1740 годов открыло дорогу массовому изъятию лесных угодий и недр для горных заводов. Хотя продажа или аренда земли внешне обставлялась законной юридической процедурой, башкиры были вынуждены заключать невыгодные для себя сделки. Согласно тогдашнему законодательству, если месторождения меди или железа обнаруживались на так называемой бунтовщичьей земле, то есть в вотчинах бывших повстанцев, то они подлежали изъятию. Но дело в том, что в роковом восстании 30-х годов XVIII века участвовала большая часть народа. Соответственно, любой приглянувшийся участок можно было при желании отобрать у хозяев. Этот факт вынуждал башкирских старшин быть более сговорчивыми. Тем более, что акты купли-продажи совершались под контролем, а значит давлением губернской администрации. Прогремевший в 1755 году Бурзянский бунт, а затем Пугачевщина, разрядили ситуацию, поскольку эти движения подтолкнули Екатерину II издать в 1776 году указ о запрещении на территории Башкирии заводского строительства. Однако последствия заключенных в предшествующий период неравноправных договоров еще долго давали о себе знать. Заводтар халынғас біздің күнне оралда. Мына біздің яқындағына Юризен, Трегорный қалалары бар. Мына олар Түрікмен Күзей ерінде орналасқандар. Біздің төбелес ерлерінде Сатқы һәм Бакал қалалары халынған. Сатқының заводының заводшығы Лугин төбелестерден 210 хумға әрбір 210 тиннен ярты теңге беріп арендаға алған болған. Но хуңанан ол ошо ерлерді хөкүмәткә хатқан. Төбелестер ошо менен бик одак судлашып берип, 1926 елда улар Сенатка барып үткәндер. Сенат шул ерлерді Сатқы заводында берге карар чыгарган. Об этой сделке, лишившей башкир тубалясов огромного массива лесных угодий, упоминал в своей работе «Переселенцы и переселенческое дело в Златоустовском уезде» член Уфимского губернского присутствия Михайлов. Взятая в аренду 110 лет тому назад заводчиками Лугининами целая башкирская Тебелекская лесная дача до 39 тысяч десятин для вечной рубки дров для заводов и исключительного права разработки горных богатств, в общем за 810 рублей и 67 чугунных чаш, затем была продана вместе с Саткинским заводом казне. Причем законность продажи арендованной башкирской земли была признана судебными инстанциями вплоть до Сената. На этом деле магнат Лугинин заработал огромные барыши, оставив собственников земли в тяжелейшей ситуации. Михайлов писал: «Башкиры, благодаря опрометчивому шагу своих предков, должны уступить леса и недра, принадлежащие им даче, казне. Такое положение вещей не только лишает населения собственных богатств, но крайне печально отражается на экономическом благосостоянии и прямо внушает опасения за дальнейшее их существование, так как башкиры несут за все свои земли земский сбор, поземельный казенный налог, лесной налог за сохранение лесов, кажется, за 39 тысяч десятин, которыми, добавим от себя, они уже не владели. 39 тысяч десятин в пересчете на современные единицы измерения площади равняются 426 квадратным километрам.
Түбәләт ердәре, мына ошо тирәләгенә һакланып калган, бер 10%-ына һакланып калган. Ә калган бөтә ердәр Хасиләб өлкәһендә. Сөнки Мясников менән Твердышев килеп тәүдә теге Златоуст тирәһен һатып алып, заводтар төзи башлагас, улар бит инде эшселәренә ер бирә башлайҙар, уларҙы алдандырырға була. Һатҡыла завод төҙөлә бит инде. Һәм менә шулай итеп, элек Хилия тигәндәр, Сулия, шул ерҙәр бөтәһе лә Түбәләс башҡорттарыныҡы булған. Улар хәҙер инде Силәб өлкәһендә. Урмансы ҡарағыл сүрәкәй, ҡалмаҡыл тирмән һәм илсекәй. Боронғынан ҡалған был мирас, булған 6 ауыл Түбәләс. Иске ҡыштау изге төйәген, ярып үткән Катыржан юлы. Олы тауға күсеп ултырғаста, тынғы булыр микән был юлы. Таковы, на наш взгляд, наиболее важные сюжеты прошлого башкирского рода Тубаляс. Как во всякой продолжительной истории, в ней были славные и трагические моменты. Так или иначе, столь древним этнонимом могут похвастать даже далеко не все современные народы. От эпохи тюркского каганата до наших дней прошло 1500 лет, и все это время существовали люди, носившие имя Төөлөс или Тубаляс. Как говорил Карамзин, история предков любопытна тому, кто достоин иметь отечество. Будем же достойны своей Родины.